А ну, вставай. Руки подними. Спокойно. Это тоже не твое. Это тебе тоже подсунули, да? Что тебе от меня надо? Отвечай быстро. Кто в вашей банде пахан и где он сейчас находится? А немного ли ты хочешь от меня, мент? Смотри, не лопни. Подумай о сыне или о жене, которую могут и под кусты поволочь. Подонок, проглоти язык. Кому нужна будет твоя честность, когда это случится? И ты, туркмен, как ты будешь жить среди людей? Или тебе сгодится такая жена? Заткнись! Завтра тебе предложат 100 тысяч. Выбирай. Или ты будешь жить как люди, или... Товарищ майор. Оставить. Проводите капитана в камеру. Есть. Что с тобой? Тебя что, хумарит? Что случилось? Отвечай! Что? Подкинули. Я думал, опиум проглотил. Кто подкинул? Ты понимаешь, что тебя отравили? Вывели из игры! Скажи мне, кому должен мстить твой брат? Кто тебя убил? Кафе. Дежурный! Что с ним? Товарищ капитан, что вы с ним сделали? Товарищ капитан, что вы с ним сделали? Абсурд, конечно. Но сержант утверждает, что кроме тебя в камеру никто не заходил. Товарищ полковник. И, к сожалению, он прав. Ладно. Не лезь в бутылку. Сам знаешь, что не ты. Товарищ полковник, прибыл по вашему приказанию. Уже заметил, проходи. Что показало вскрытие? Опиум с цианистым калием. Ты знаешь, рассказывают, что когда-то здесь был сказочный город. Да. Угу. И среди людей существовало поверье, что если кто-нибудь вступит в него ранним утром, то непременно станет счастливым. Как интересно. Да. И вот люди всей земли шли ночами к его святым стенам. Ну, прям всей земли. Я не знаю, так говорят. Но думаю, что да, ведь каждый хочет стать счастливым. Ну вот, а вокруг города лежала непроходимая пустыня, как бы охраняя его. И люди блуждали в ночи. Некоторые умирали от жажды, так и не дойдя до цели, а некоторые блуждали всю ночь. И тут, над пустыней, проносилась прекрасная мелодия Туйдукар. Кого? Туйдукар. Ты знаешь, я и теперь слышу ее. Слышишь? Это... Слышишь? Слышишь? Нет. Но как же ты не слышишь? Говорят, так на тудуке играет только пророк Хызыр, покровитель великих каракумов. А зачем? Чтобы музыкой привести заблудившихся к тропе, к караванному пути.
Слышишь? Слышишь? Привет, энтузиастам! Привет! Археологи! Эй, человек! Принимайте гостей! А гости непростые! Пускайтесь! आए तेरी याद कभी जब गाऊं गीत नया मेरे गीतों में है अब भी तेरा रंग घुला नाच रहा सांसों में मेरी अब भी प्यार तेरा गूंज रही कानों में अब भी तेरी वही दुआ तेरा अरमान हो दुनिया मुझ पर कभी फिदा देख तू Ты что, финтишь, сволочь? Почему? Когда бабки вернешь, я тебе не общество милосердия, понял? Расплачусь, когда вернусь. Я же не знал, что я завтра лечу в Москву. Смотри, Мура, доиграешься, понял? А впрочем, я могу предложить тебе один вариант. Ездишь на Львовщину за товаром. На Львовщину? Да. Я даже не знаю. Что ты знаешь? Может быть, тебе помочь узнать? Может быть, стирание тебе выписать с клизмочкой, сынок? Смотри у меня, Понимаешь, мразь. я их не хочу из-за нее. Мало ли что. А может, я отвыкну? Отвыкнешь? Отвыкай, сука. Эй! Чай по-таджански! तू ये मेरा चाहे यही कभी जाऊं जहां Что это такое? जाऊं मैं Ей не надо. А почему так мало? Что это? О, это чай по-таджански. А быть в Туркмении не попробовать очень нехорошо, лапочка. Ну давай. Какой горький. Еще разочек. Мелкими глоточками. В этом весь кайф. Lay awake at night for some loving on trouble. I can't keep a job. I'm laid off and I'm having double trouble. But hey, the thing that you've got to try. Baby, believe me, that ain't Ну, не мура. yeah, because some of this generation of millionaires I can't even be walking.
Это кто? Это наш шеф пожаловал. Что здесь происходит? Готовим экспонаты для отправки в Москву. Ты говоришь, с бабками плоховато у тебя сейчас. Ага. Ну ладно, я обожду, хорошо? А кто везет? Мурат Курбанов, наш лаборант. Где он? Вон он. Что за люди с ним? К нему друзья приехали, всю ночь здесь были. Ольга Николаевна, я надеюсь, что он последний раз. Друзей. По приезду рассчитайте. Конечно, это не относится к вашей дочери. Вы меня поняли? Да. Ну что ты так смотришь? Пожалуйста, смотри, если тебе так нравится. Ну вот еще. Ну это уж совсем ни к чему. Мам. Горе ты мое. Нет, никуда я тебя не отпущу. Ты останешься здесь, со мной. Ну, мам, ну, подумай. Ну, что я здесь забыла? Принесла? Я тебя спрашиваю, принесла? Принесла или нет, говори! Ну, откуда я возьму? Откуда, откуда? Сейчас. Так ты, выходит, не принесла? Нет. Тогда дай мне деньги. Нету денег. Дай деньги. Нет денег. Дай, я говорю, деньги. Нет. Дай сюда. Отдай. Получи. За все. А вы что пялитесь, щенки? Убирайтесь! Вон отсюда! Вон из моего дома! Вон! Убью вас всех! Зачем вы мне все? Зачем? Не трогай детей. Ах ты, стерва! Для мужа денег жалеешь? Наркотики в доме не нашли? Нет, потому он и озверел. Его же хумарило. Разрешите? Заходи, что у тебя? Товарищ полковник, позвольте подключиться к делу Сахаткулиева. С чего бы это? Да, 4 года назад я вел его дело и был уверен, что он связан с самим Паханом. Но вот тогда это дело помимо моей воли закрыли. А он сам вроде бы завязал с этим, ну, вышел из игры. Ничего себе, вышел из игры. Сволочь, какой свет не видел. Я уверен, товарищ полковник, что его вернули на иглу те же люди. Ну, а сейчас под воздействием содеянного он должен заговорить. Ты говоришь, дело его тогда закрыли. А почему я об этом не знаю? Ну, вы, кажется, были в отпуске. А мало ли мы тогда дело закрыли, товарищ полковник. Одним словом, застой. Да уж так. Капитан, это дело официально я тебе передать не могу.
Потому что мы с Сеидом на тебя завели служебное расследование. Пока оно еще не закончено. Вернее, не начато, товарищ полковник. Почему? Темный лес. Топчусь на месте, товарищ полковник. Ну что ж, раз так, ты должен заморозить дело Санжара. А ты займись Сахат Кулиевым. Товарищ полковник, а как заморозить-то? Как хочешь, ради дела. Вы свободны. Я не буду жить. Хорошо, что мне дадут вышку. Не дадут тебе вышку, Сахаткулеев. Ты будешь сидеть. Сидеть и благодарить того, кто тебя посадил на иглу. Если не дадут вышку, тогда я сам. Сам. Разве ты человек? Разве ты мужчина? Ты слякоть и мразь. Знаю, мразь, знаю. Ты помнишь, как ты клялся мне матерью? Помнишь? Помню. Так как ты мог после этого вернуться на иглу-то? Не я, не сам. Кто? Плохие люди. Кто? Один из моры. Как звать? Не знаю. Боишься? Чего мне теперь бояться? Вижу. Все равно боишься. Ты привык бояться. Давно сидишь на игле? 3 месяца. Вовсю тащишься? Капитально. Где деньги брал на опиум? Вещи продаю помаленьку. Отрабатываю. Реализовывал? Нет. Позови врача. Врача. Эх ты. До чего себя довел? А ведь вроде бы человеком родился. Врача, давай, врача. Хорошо. Только ты мне скажешь, кто тебя заново посадил на иглу. Скажу, все скажу, только позови врача. Сержант, врача! Наденька, ему укол. Надо помочь. Что? Кого-то будешь, да? Да. Так кто посадил тебя на иглу? Кто посадил тебя на иглу? Кто? Рабом твоим буду. Уходи. Жалость какая. Не могу на это смотреть. Наденька, а что ты будешь колоть? Надя. Надя. Ну. 2% раствор опиума. О. Не надо. Не лей зря. Скажи, кто и тебе сделает укол? Кто? Издевайся. Не дури. Это тебе не поможет. На кого ты работал? Это он? Да он. Товар у него брал? Я через пацана передавал. Так, где встречались? Шенха. Так. Ну, молодец. Ну, красавец. Ну-ка. Откуда Ханку взял? Тут, говорят, мальчишка повадился носить. Тебе не приносят? А? Откуда у меня бабки на Ханку, братишка? А это? Что такое? Кофе. Слушай, Мередов, кому ты вкручиваешь? Это тоже не Ханка? Кофе с сахаром. Попробуй сам. Вроде бы и правда. Но химик. Сам себя обманываешь. Да пропади оно все пропадом. О, худо мне. Мередов, говорят, мать этого мальчишки малину держит. Не Саламова случайно?
Лидочка, дай мне по-своему дожить. О, Аллах, за что ты меня мучаешь? Лучше убей, отними у меня жизнь. Baygıdın yüzüne sarıldı. Ayıptın çileniyle, rakibin kedirmin ile. Ben ummadım çıktım şöyle gel. Эй! Эй! Подожди! Прошу тебя! Подожди! Вот тебе. Эта ноша тебе по плечу. Алло, транспортная аэропорта? Будьте добры мне, капитан Аширова. Ты-то мне как раз и нужен. Привет, как дела? Тут у меня к тебе дело одно. У меня дружок летит, а у него груз. Надо бы проследить, чтобы груз по назначению попал. Так, археологический ящик. Да. Пройдемте со мной. А что случилось? Пройдемте со мной. А в чем дело? Там разберемся, пройдемте. А что такое? Не знаю. Давайте, давайте, юноша. Так, ну что, сам отдашь или обшмонать? А что отдать? Ну ладно, хватит прикидываться. Вытаскивай. Нет у меня ничего. Клянусь матерью, товарищ капитан. Оставь свои поганые клятвы. Ишак. А ну, раздевайся. Ага. Ну, паразит. Трусы засунул. Еще матерью клянешь, скотина. Товарищ капитан, не знаю, как попал. Это не мое, товарищ капитан. Ладно, верю. Можешь не продолжать. Бери вон там бумагу, заверни и брось в урну, если не твое. Ну? Товарищ капитан. Ну, тогда придется составлять акт. Суд разберется, твое или не твое. Разберутся. Товарищ капитан. Бросай. Товарищ капитан. Бросай. Товарищ капитан. Бросай, говорю. Мерзавец. Подонок. Ну как что? только таких подонков земля. Что? Что случилось? Подожди здесь минуточку, я пойду позвоню. Что с тобой? Пассажир, вернитесь. Мне нужно Вы позвонить. ведь уже прошли контроль. Мне нужно позвонить по очень Вам нужно важному на делу, вы посадку. поймите. Алло. Алло, красавчик, это ты? Под струю. Даже на носках пыли не осталось. Будь другом, выручай. Что? На Львовщину. Хорошо, я поеду. Сказать, что от тебя? Ладно, я так и сделаю. Давай телефон. Проходите.
Проходите, проходите. Сколько я должен? Потом сочтемся. Спасибо, до свидания, я еще зайду. До свидания. А что там, кухня, да? Кухня. А ты что хочешь? Чай. Чай. Какой? Этот, как его? Техасский? Тадженский. Слушай, а что это такое? Какой-то таджинский чай. Такой горький. Ну что ты, это же тонизирующий напиток. Он изготовляется из эндемичных трав Туркмении. Иди сюда, я тебя напою. Ну, заварил? Заварил. Осторожно. Хорошо? Ничего. Подожди. Ты меня любишь? Очень люблю. Эй, братишка, закурить не найдется? О, Ростов. Тяни. Заколебался уже ходить у вас. Кого-нибудь есть? Да нет, Эра. В гостиницу не попал. А тут как-то мы с дружком были. Хата была одна. Все путем. По-моему, где-то здесь. Приезжий, что ли? Что не видишь, блуждаю по кругу. А как звали твоего дружка? Какого? Ну, с которым ты здесь прежде бывал. Ну ты его вряд ли знаешь. Андрюшка звали его. 3 года тому назад ему вышку дали. А мне после этого банк пришили. Подожди тут. Может, помогу. А капуста есть? Обижаешь, братишка. Откуда Андрюш узнал? Ну, вначале в Мары сидели. Потом-то Женя в Строгаче. Тебе что, все по порядку рассказывать, да? Здесь Андрюшу еще помнят. Ладно, заходи. Ну, спасибо. О, привет, комсомольцам! Привет! Детка. Нет, сюда приходи. Ну, спасибо. Ласточка, еды принеси. Как жизнь идет? Лучше не бывает. О, пшеничная. Хозяюшка что-то продрог. Дай-ка я внесу свою долю. О, нет, нет. Красавица. Что ты. Сегодня ты у меня гость, так что без доли. Я не привык так, дорогая. Горяченько. Я так не привык.
Да приумножит Аллах благодать твоей скатерти. Будь здоров. Ты тоже? Ужасно. Секундочку. Держи. Давай выпьем. Хозяюшка, давай обкуримся. Блеск. Хозяюшка. Роза меня зовут. А меня Саник. Будем знакомы. Ну что, согрелся? На, держи. Приваливай. Нет, я попозже. Хочу водочки и нажраться. О, силен. Хозяюшка, за твое здоровье. Пошло. Acı düştü peşime. Ah kavaklar, ah kavaklar, ardımdan sıkça. Ah kavaklar, ah kavaklar. Саник, Acı düştü. эта девочка тебя устроит? Вот это. Майя? Вообще-то, ну, честно говоря, ну, очень, честно сказать, я на тебя рассчитывал. Нет, нет. Нет, я не могу. Выбирай любую. Ладно, ладно. Я не капризная. Роза! Bedenim üşür, yüreğim sızlar. Beni hoyrat. О, хозяюшка. Orada kaldı yaramın yansın kendini. Boşluk tamamlar. Ah, omuzumda bir kesik erkek hala durmadan kalır. Ah kavaklar, ah kavaklar, acı düşür peşime. Ah kavaklar, Послушай, Розочка, подкинь мне граммчиков 100. Зачем тебе столько? Да так, хочу в Москву свалить, покайфовать. У меня столько нет. Неужели? А? Жаль. Если тебе очень нужно, я могу попросить. У него. У него. Стой лицом к стене. Вперед. Лицом к стене. Вперед. Какие-нибудь замечания у вас по ведению допросов? Есть? Замечаний нет, но пожелания есть. Пожалуйста. Хотел бы видеть вас всегда живым и здоровым. Спасибо. Постараюсь не огорчать вас. Да. Как же я сразу не раскусил вас. А вы хороший артист. Хорошо сыграли свою роль. А хорошему артисту хороший гонорар, мой друг.
Итак, сколько вы хотите? У вас денег не хватит, Малаев. Лучше отвечайте на вопросы. Дешевле обойдется. Не думаю. Очевидно, вы плохо представляете мои возможности. Итак, прошу назвать цену. Вы же серьезный человек. На каком языке желаете отвечать на вопросы? Ну, я же вам сказал. На языке богов. Деньгами. Ну что ж. Позовите Уразбаева. Товарищ капитан. Да-да, сержант, давайте. Пройдите. О, здравствуйте! Здравствуйте! Хорошо бы скорее закончить следствие. Но это от вас зависит. Но я же все рассказывал. Как было, так и рассказывал. Садитесь. Итак, вы привезли из Ташауза пакет и не знали его содержимого. Да, но я потом узнал, что там был опиум. Сколько? Ну, этого я не знаю, товарищ следователь. Я не взвешивал. 1 килограмм 600 граммов. Сколько? Пожалуйста. Что было потом? На вокзале подошел ко мне этот Гаспаров. Ой, не-не-не, Гасанов. Да-да, Гасанов. Это... Он сказал, скоро придет из Ташауза поезд. Я сказал, пришел. Я с него, я жду своего родственника. Такой был у нас пароль. Один парень меня научил. Как в кино. Так интересно было. Ну, а что было дальше? Дальше? Ну, дальше он сказал, я вас провожу, туда сказал, к родственникам. Мы поехали. Куда? На кладбище. Но он нас ждал там. Еще у него этот друг такой здоровый, как бугор такой здоровый такой. И он сказал это... он потом написал эту расписку, что, говорит, получил. И все. Он этого своего друга назвал, как его это... пойдем, Колобок, говорит. Колобок, по-моему. Как он его назвал? Колобок. И колбаса, что-то такое назвал, не помню. Детский сад. Это он? Он? Точно он, Колобок. Это Нурмухамед Саид Мухамедов, он же Леша Жареный. Он же Колобок. В 83-м году проходил по делу о конопле. Где он теперь? Проводник поезда Ашхабад-Москва. Какие предложения? Он в данный момент на пути в Москву. Я думаю, необходимо установить за ним наблюдение. Ну, как жизнь, солдат? Чайку бы. Чайку? Да. Зайди ко мне, сейчас сделаем чайку. Хорошо. Для такого орла. Аман. О, Хряпа! Женечка! Откуда ты, Хряпа? Прошу в служебное купе. Еще раз и посажу на рога. Усек? Что ты? Я ж оговорился. Хозяин, как чаек? Попозже. Это что, твой? Нет, это так. Просто парень, пассажир. Он воевал в Афганистане. Домой вот отпустили недавно. А дома нет. И ума тоже нет. В Москве решил обосноваться. Обычное дело. К Москве его дурачка и близко никогда не пустят. Он весь обгорел. Лицо. На него теперь ни одна девчонка не посмотрит. А этот герой. Парень был что надо. Погиб. Каких парней мы теряем на этой войне?
И хоть было бы за что. Как? А ты считаешь, что не за что было, отец? А интернациональный долг, отец? Анатолий, вы не поняли. Вы ослышались. Он предлагает выпить за наших героев. Так. Извините, я предупреждал, у нас сухой закон. Девушка, иди сюда. Что такое? Иди сюда. Ну что еще? Уже поздно, Анатолий. Пойдем посидим в купе. А это ваша дочка? Да. А это жена? Ну, а как же? Красивая. Да. Вот что я хочу сказать тебе, Анатолий. Я работаю заместителем директора большого автопредприятия. Если у тебя сложности возникнут, ты приходи и позвони, помогу с работой и жильем. Евгений Валентинович, на минуточку ко мне зайдите. Извините, я сейчас. В чем дело? Наводку получил? Нет. А я получил. Ну и что? Будем работать вместе. Открывать старую дорогу. Прекрасно. Все в столицу хотят. А она, между прочим, не резиновая. Так нам, афганцам, вроде бы льготы. Льготы. Само собой. А общественное и гражданское самосознание само собой. Надо понимать политику партии. Прописка в Москве до минимума, а тебе и прописку, и работу, а? Вот у меня. Все в Москву хотят. Все афганцы дыхнуть негде. А я их, между прочим, в Афганистан не посылал. Может, вы скажете, что все напрасно было? И кровь мы зря проливали! Что тут происходит? Да вот, не понимает, товарищ. Вы зачем безобразничаете, сержант? Хотите, чтобы я патруль вызвала? Тут вам не Афганистан. Приструните свои страсти. Боже мой. А ну-ка, Пожаров, спроси, что там написано. Автопредприятие Междугороднее. Первый! Отвечай. Я первый. Первый! Там у вас капитан из Ашхабада. Ему телефонограмма. Срочно вызывают назад. Вас понял. Что бы это значило? Не знаю. Вышел. Так, и что мы имеем? Вошел с пакетом, вышел без. И все за 3 минуты. Да, видно, контакт у них отработан отлично. Ну что, Пожаров, раз мне улетать, будешь заниматься сам. Слушаюсь, товарищ капитан. Девушки, понимаете, я тут гуляю. Ну, может, мы вместе? Размечтался. Девушки, я ж просто... Слушай, друг, закурить не найдется? Найдется. Прошу. Спасибо. А огоньку? И огоньку тоже найдется. Вот. Хорошая зажигалка. Да, неплохая французская. У меня тоже была такая. Там. Друг, а ты тоже считаешь, что все было напрасно?
Вот в чем дело. Я иначе не могу, пойми меня правильно. Прошу тебя. Так ты что, наркоман? Да нет, какой там наркоман. Это дурацкая привычка. Господи, зачем тебе это надо? Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? От хорошей жизни. Не знаешь, что ли? А ведь хотел жить нормально. Поступить учиться. Но ни денег, ни знакомых у меня нет. Ну, надо было пойти работать. Я и пошел работать к твоей маме. Как говорится, творить историю. Но какая может быть любовь на 100 рублей в месяц? С такой зарплатой быстро образумишься. Вот я и связался с ними. Деньги появились, на человека стал похож. Стал воровать. А что тут такого? Воровство – прожиточный минимум любого нормального советского человека. Воровать, конечно, ужасно плохо. Тут сразу видно, честные люди живут. Но кому нужна такая нищая честность? Вот ты скажи мне, только честно, разве ты не хочешь жить нормально? Чтобы барахло было? И еда, и музыка, и веселье. Не хотела бы? Вот видишь? А твоя мама в жару, в холод носится черт знает где. А ваша квартира, извини меня. Мама, не трогай. Ладно, прости. Я злой. Я задумал одно дело. Если оно удастся, я сделаю вас счастливыми. Только обещай, что бросишь это. Обещаю. Клянусь нашей любовью. Ты только помоги мне. Отвыкать нужно постепенно, на маленьких дозах. Угу. Чтобы не хумарило. Санджар. Салам алейкум. Салам, салам. Хорошо, что Хозяин зашел. дома? Входи, входи. Дома, там в комнате. Салам алейкум. Валейкум. Я в курсе. Ты вроде бы зацепился. Да, но вы меня рано отозвали. Это не я, это Сеид. Почему? Он что-то очень обеспокоен. Говорит, даже лучше будет, если тебя на время, спрятать. А как? Он чего-то боится. Это ради тебя, считает, надо бы сделать. Разговор не об этом. Понимаешь, Санджар, правда, мы с тобой работаем душа в душу. Понимаем друг друга, уважаем. Мне нужен твой совет. Слушаю, товарищ полковник. Эта дура нашла 4 дня тому назад узелок, и мне ничего не говорила. А что в узелке? 50. Чего? Тысяч. А где нашла? На балконе. Сам понимаешь, такие деньги с неба не падают. Ей уже звонили. Думаю, хотят, чтобы мы освободили твоего Малаева. Ну что ты мелешь, а? Что ты мелешь? Ничего подобного не сказали.
Сказали с уважением к вам. Майса! Опять Майса. Больше всех мне нужно, да? Нет уж. Больше молиться на твои полковничьи погоны не стану. Хватит. Ты посмотри на детей своих, полковник. Посмотри на жену, которая как белка одна крутится от зарплаты до зарплаты. Замолчи. Санжар, лучше поедем в аул. Там у меня старый друг. Он сегодня женит своего сына. Пойдем к нему на свадьбу. Там и поговорим. Как? А я? А ты обойдешься. Ты лучше накорми своих голодных детей. Ну-ну. Ты лучше скажи, что воспитание не позволяет. Феодал в погонах. Так точно, товарищ генерал. Пойдем. Вот порадовало! Вот сколько лет его знаю, он что-то Чувство, как жеребец сахалки кинет, не удержишь, унесет. Дорогие друзья, среди нас присутствует прославленный борец за правду и закон, полковник Мурадов. Дадим ему слово. Прекрасный человек Арас. Настоящий представитель нашего народа. Он крепкий, он надежный, он любимец своего народа. Он сам народ. Народ! Друзья мои, товарищи, давайте выпьем за моего великого друга. Честно говоря, я ему завидую. Завидуете? Очень. Почему? Я бы тоже для своего сына хотел бы такой свадебный той устроить. Так устроите, в чем дело? В чем? В размахе. Бутылка водки стоит 10 рублей. Минимум надо взять 200 бутылок. 10 баранов по 200 рублей, 2000. Музыкантам 2000 нужно дать и прочее, 4000.
А всего 10 тысяч. Это только для одного. А их у меня 5. Вот иногда и появляется шальная мысль. Отпустить бы твоего Малаева. Товарищ полковник, вы меня, наверное, разыгрываете, да? Нет, я вполне серьезно, Санжар. Выпустить этого подонка и все. Сам понимаешь, сажаем одного, появляется 2. А ведь мы тоже только раз живем. Поделимся, конечно, поровну. На, держи. Держи. Товарищ полковник, я должен заметить, что мой отец, мой дед прожили свою жизнь честно. В моем роду не было вора. Да сядь ты. Мой род тоже не на хвосте собаки висел. Я не говорю обязательно. Так, посоветоваться. Дай сюда. Такую хорошую песню и так плохо поешь. Ну, как вы, Анатолий? Да все нормально. Общага, что надо. Все удобства. Спасибо вам, Евгений Валентинович. За что, Анатолий? Ведь я обещал, что помогу. И потом, хорошие водители везде нужны. Так что меня благодарить не за что. Да нет. 3 дня ночевал, где попало, никому дела не было. А вы... Анатолий, я должен завтра отправить машину по очень сложному, трудному маршруту. Москва, Львов, Львовщина, Ашхабад. Работу оплачивает кооператив. Поедешь? И, может быть, на этом твои мытарства и кончатся. Ну? Успеха. Вы говорите, Иван Сергеевич, что есть отклонение от маршрута. Да, завтра отправляется 4501, маршрут Москва, Львов, Москва. По путевке. А в водительском, по путевке. А в водительском дубликате написано Москва, Львов, Ашхабад. Кто подписывал командировку? Храповицкий, зам генерального директора.
Подойдите сюда. Это он? Вот этот. Ну что ж, спасибо, Иван Сергеевич. Я думаю, что я еще буду нуждаться в вашей помощи. До свидания. Да, вы кем там? Я? Да, вы. Да почти никто. Маленькая сошка. Но вполне честный человек. Да? Ну ладно, спасибо. До свидания. Ау! Да ладно. Да. Ладно, ты не тупи с нами. Мы доходях не любим. Будет капуста, будет желтуха. Ну, я умоляю тебя, ну пойми-то, ну плохо же мне. Ну ты прямо как маленький его. О, Думаешь, нет, привет, малышка. За все платить надо, понимаешь? Да понимаю, ну плохо, мне плохо, ну я не знаю, ну... Хочешь, я на колени перед тобой встану, ну хумарит меня, хумарит, пойми Я же сказал, ты. что в долг больше не даю. Съездишь на Львовщину, тогда другое дело. Ну хумарит меня, ну что ты не можешь... А вот и хозяйка. Здравствуйте. Что это за люди? Эти друзья красавчика. Какого еще красавчика? Ты что? Нет, это мои друзья. Они хотят помочь нам заработать. То, что ты тогда унижаешься перед ними. Зачем унижаешься? У меня вся ханка вышла. Денег нет, а в долг не дают. Ну ты же обещал бросить. Обещал. Но я брошу. Постепенно. Надо постепенно. Маленькими дозами. Сколько тебе надо? На один укол 50 рублей. Помоги мне. Помоги, прошу тебя. Маша, мне плохо. Хумарит меня, помоги. Подожди. Слушай, Владик, где он взял эту мочалку? Какие у вас хорошие книги, хозяйка? Возьмите любые за один укол. Ну, это другое дело. Держи. Спасибо. Спасибо. Теперь я вас прошу покинуть это помещение. Что? Что вы сказали? Я говорю, почему ты здесь развалился? Сволочь! Пусти! Тихо, киска. Мурат! Мурат, ну прогони их! Но ты же не позволишь, чтобы они устроили притон из квартиры! Мурат! 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 Такие уж они плохие люди. Боже мой! В кого ты превратился? Связался с этой мразью. Ты же гибнешь. Тебе нужно лечиться. Слушай, Владик, чего она разоралась? А тебе что, не нравится? А кому же это понравится? Так сделай так, чтобы она не орала. Как? А вот так. Что, не знаешь? Да ты чего, Владик? Я просто так пошутил. Но ты же знаешь, я давно перестал заниматься этими делами. Сына хочу воспитывать. Столько лет отбарабанил, а теперь решил заняться воспитанием сына? Не знаю, не знаю. Да ладно тебе, Владик. Я ее и так успокою. Она девочка хорошая, поймет. Прогони их. Я позову соседей. Мурат, отлично, ты! Мы не хотим вам ничего дурного. Успокойтесь. Убери руку, сволочь! Что вы с ним сделали? Гад! Да ты что? Мерзавец! Подлец! Ты что, скотина! Ну ты, медведь, ты же руку девочке сломаешь. Ты зачем это? Чтобы не было больно. А что здесь происходит?
чего она лежит? Она отдыхает. Отдыхает. Маш, ты отдыхаешь? Мне хорошо. И мне хорошо. Я тоже отдыхаю. Смотри. Она тащится. Вроде это с 3-го раза бывает. Она не ширялась, только женский чай пила. Ах, вот в чем дело. Ловко придумал шайтан. В общем, запомни. Завтра выезжаешь на Львовщину. Будь готов. Где? Разве это люди? Люди. Ну тут все в порядке. Пошли. Я вот читал где-то. В человеке должно быть все прекрасно. И голова, и тело, и мысли. Правильно? Анатолий, вы случайно не литературовед? Нет. Писатель. Надгробные надписи делаю. Вот тебе могу бесплатно сварганить. Ну что вы, Толя? Он же пошутил. Это он, да? Он. Тогда объявим всем поставку. Да.